С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам и милость Аллаха и Его благословение. Уважаемые братья и сестры, подписчики и зрители канала 3D Ислам, приветствую вас. Прошу прощения за то, что так долго не выпускали видео. Работали, были очень заняты, никак руки не доходили. Некоторые уже звонили, спрашивали, что да как, подумал, что мы вообще забросили эту тему. Хочу начать этот ролик с того, что при встрече вечером во дворах или на прогулке некоторые братья часто задают вопросы по поводу ковчега Нуха, алейхиссалям. И что с того, что нашли его или раскопали ковчег? Что от этого мусульманам? Какая польза? Честно говоря, я не знаю, какая от этого польза каждому мусульманину или человеку. Каждый из нас знает лучше, какую пользу он получает от чего-либо. Когда мы смотрим ролики или слушаем рассказы, истории о пророках Мусе, алейхиссалям, Ибрагиме, алейхиссалям, о Нухе, алейхиссалям, мы же не можем сказать, какая польза нам от этого будет. Как бы мы и так все эти истории знаем наизусть. Мы слушаем с интересом эти истории. Некоторые, может, их отключают, но есть люди, которые нуждаются в этих историях. Кому-то эти истории необходимы, нравятся, которые, может, продают больше значения им. И вообще, разве Аллах запрещает изучать чего-либо? И вы говорите так, как будто мы ищем или изучаем какой-нибудь храм буддийский, или ищем НЛО. Мы ищем и исследуем ковчег пророка Нуха, алейхиссалям. Мы не утверждаем, что это ковчег Нуха, алейхиссалям, и ничего не навязываем никому. Да, некоторые умудряются говорить, что только мы, чеченцы, потомки Нуха, алейхиссалям. И я скажу вам, это неправильное убеждение. В самую первую очередь, мы все люди, разницы нет какой национальности от Адама, алейхиссалям, и Хаввы. Далее, если я не ошибаюсь, четвертый пророк Нух, алейхиссалям, после чего все человечество было потоплено. Те, кто спасся с пророком Нухом, алейхиссалям, 3 его сыновей и 80 людей. В некоторых местах передают 8 человек, некоторых 40, меньше, больше. Точно не знаю, их количество Аллах знает лучше. И вот эти люди, насколько я слышал, покинули мир без потомства. Все человечество пошло от 3 сыновей Нуха, алейхиссалям. И все люди на этой земле являются потомками Нуха, алейхиссалям. Аллах знает лучше. Также некоторые говорят, он не может быть в Чечне. Я не верю, что он в Чечне. Это сказка. Конечно же, это его дело, верить или не верить в это. Если бы его нашли где-то в Вегасе и показали бы по каналу BBC, и какой-нибудь ученый сказал бы, что да, это, мол, ковчег, мы исследовали, сделали величайшее открытие. И мы тут же поверили бы. Да, это же ученый сказал. Но не хотят верить, потому что он, вероятнее всего, в Чечне. Но лично я верю на все 100%, что это он тот самый ковчег. Я не сразу поверил. Вначале, увидев ролики Мурата, где он еще в майке СССР снял первый ролик, я подумал, это еще кто такой? О чем он говорит? Ну мало ли кто это может быть. Ради интереса посмотрел на местность в Google картах. То да, на что-то похожее, подумал я и закрыл, особо не придав значения. После пару дней спустя я увидел один исламский ролик про ковчег Нуха, алейхиссалям, где упомянули размеры от Ибн Аббаса, ради Аллаху анху. 600 локтей в ширину и 1200 локтей в длину. И тут же решил замерить с помощью Google Maps этот объект. И вышли те же размеры: 600 метров в ширину и 1200 метров в длину. Что и в том ролике, только уже в метрах. Ну, поразительное сходство. Может, локоть метровая была, подумал я и начал изучать. Потом лично познакомился с Муратом, начал общаться, разговаривать. И после всех этих изучений для себя я набрал достаточно доказательства. Первое – это размеры от Ибн Аббаса, ради Аллаху анху. Второе – это чернозем, который варьируется от 2 метров до 7 по всей поверхности этого треугольного плато. И хочу заметить, это не просто какая-нибудь черная почва или примесь. Это чистейший чернозем, на котором и сегодня выращивают. И эта земля плодородная. И нет в округе, в горах или на низменности подобной земли. Ни по вкусу, ни по цвету и свойствам. Даже по жирности она отличается. Третье – это надмогильные плиты. В некоторых плитах вырезаны треугольники, а некоторые плиты сами в форме треугольника. И это все находится на этом плато и в округе этого объекта. Можно туда поехать и увидеть все своими глазами. Четвертое – это само название Хиндо. Точного перевода этого слова я не знаю. Некоторые говорят, это дно воды. Есть еще слово как Хинда, отец воды, если перевести дословно. Как-то я общался по телефону с коренной жительницей селения Хиндо по имени Хадишат. И она говорила, что ее мать еще тогда в молодости говорила Хадишат, что эта местность под названием Хиндо называлась Хурккатия, от слова Хурткием. Перевод «водное судно» или Хурткиеманте, в переводе на водное судно. Хурккатия, Хурткиеманте, в обоих случаях на водное судно. И это название не мы сегодня придумали. Пятое. Так вот, самое главное, есть Коран и есть сура 54 Аль-Камар.
месяц. 15 аят. Мы оставили его в качестве знамения, но если среди вас вспоминающие. Если ковчег сохранен в качестве знамения, где-то же он должен быть. Мы же должны его видеть, чтобы созерцать знамения. В мире нету останков ковчега, чтобы показать или доказать. И если бы в мире было бы что показать, я полагаю, его давно уже явили бы миру. Есть только в Чечне по размерам схожим от рассказа Ибн Аббаса ради Аллаху анху и само треугольное плато посреди гор. И еще интересно, как-то я общался с геологом, его зовут Асламбек. Геолог он непростой, скажу я вам. У этого геолога красный диплом, полученный в СССР, человек ас, могу так сказать, в своем деле. И вот он мне говорит, что это стопроцентная окаменевшая древесина и по вкусу, и по запаху. То есть окаменелость взята из предполагаемого ковчега Нуха, алейхиссалям, в селении Хиндо. Также он говорит, если бы это была бы осадочная порода, как принято в науке называть, то он бы, этот объект, образовался или отложился на уровне воды, то есть вся структура этих отложений была бы таким. И в природе невозможно такое отложение под таким углом и равномерное откладывание плит. А в нашем случае все стоит ровно, как и вся поверхность под 10-13 градусов. И тут же у меня возникает вопрос, если это, допустим, природное отложение, то почему в треугольном виде? И почему не рандомно, то есть беспорядочно, как в природе бывает? И почему хотя бы в 100 метрах в округе нет подобных или приблизительно схожих отложений? И последнее, ученые говорят, он является останцем куэстового рельефа, небольшим высокогорным платом треугольной формы. Абсолютный возраст отложений 40-65 миллионов лет. Этому плато они так говорят. Тогда как нашим горам всего 28-23 миллионов лет. Это можно почитать в Википедии. Выходит, наших гор еще не было, когда появилось это плато. Уважаемые братья и сестры, подписчики и зрители канала 3D Ислам, мы ничего не утверждаем, знание обо всем этом принадлежит Аллаху, Господу миров. Это всего лишь наши наблюдения. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.